То, что касается капитального ремонта, который обязан проводить фонд, региональный оператор наш, в этом доме должны быть проведены в этом году работы всех инженерных сетей. Это теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, водоотведение, газоснабжение. Также ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ну и ремонт входных групп, соответственно. Все это предусмотрено региональной программой фонда капитального ремонта. То есть в этом году должны быть проведены эти работы. А в этом году они успеют закончить или нет? Это лучший вопрос задать фонду капитального ремонта. Я сомневаюсь, что есть большая доля вероятности, что работы не будут выполнены. А можно задать вопрос, как надзирающий орган, как можно вас попросить проверять, какие у вас, как должен заявитель, наверное, заявление куда-то отправляется, или как это все происходит? Конечно, если жильцы дома видят, что работы выполняются некачественно, либо нарушаются сроки их выполнения, они в первую очередь должны обратиться в фонд капитального ремонта. Если фонд капитального ремонта бездействует и не выполняет свои обязательства, то пишут в любой произвольной форме заявление в адрес управления Госстроенадзора для принятия соответствующих мер. А электронно или лично? Можете зарегистрироваться в ГИС ЖКХ, подать заявление через ГИС ЖКХ. Можете прийти лично и написать заявление в нашей канцелярии на первом этаже нашего. И пользуясь случаем, это также касается управляющих компаний? Конечно, да. Мы надзираем в том числе и за деятельностью управляющих компаний. А какие меры вы производите, если не вовремя будет выполнен? Назначается проверка в соответствии с законодательством. Выходим, проверяем, если все подтвердилось, и действительно, то, соответственно, выдаем предписание фонду капитального ремонта, назначаем сроки, и они обязаны устранить эти нарушения в установленный срок. Если они не укладываются в этот срок, соответственно, мы привлекаем к административной ответственности юридическое лицо, фонд капитального ремонта, и генерального директора, соответственно. Это большие по уровню штрафы? Штрафы, так сказать, небольшие, но они существенные. По городу много таких домов, которые сейчас в этот момент справляются? На сегодняшний момент, да, к нам поступает заявление, обычно как раз сезон окончания, так скажем, всех работ, и есть заявление. Примерно сколько? Я по количеству не могу сейчас сказать, так, узких. А вот по данному дому уже есть определенные основания для принятия мер? Сейчас проверку назначил я. Дождемся фонд капитального ремонта, совместно с ними посмотрим, что сделано на данный момент. Запросил документы, запросил графики производства работ, то есть посмотрим по соблюдению именно сроков этих выполнения работ и какие мероприятия они тут провели. Если там будет нарушение, то, соответственно, будет выдано предписание. А так вообще этот дом со стороны жильцов, они говорят, второй год уже делают. Возможно, делать капремонт 2-3 года. Региональная программа предусматривает срок проведения. Вот этот дом, по крайней мере, стоял 17-18 года. Соответственно, в зависимости фонд формирует работы, виды работ из расчета по годам 17-18 года. Так, предварительно обошли 2 подъезда, первый и второй подъезд, сделали выборочный осмотр квартир. По первому подъезду были осмотрены 8-я квартира, 13-я квартира, нарушений там не выявлено. По второму подъезду в квартире номер 30 выявлено, что трубы отрезаны от отопительных приборов, и в 33-й квартире работы по капитальному ремонту системы отопления вообще не производились. Пока так. Сейчас пойдем дальше. А вообще это что означает с точки зрения нарушения вашего? То есть работы не выполнены. Работы уже Трубы-то еще конечно, да. 20. Нарушение надо смотреть, я говорю еще раз по срокам. Мне нужен график производства работ. Но предварительно он должен был закрыться, этот объект, до отопительного сезона. Поэтому когда у нас отопительный сезон начинается официально? По ГОСТу. Уже начался. Это какое число? Официально по закону. Нынче у нас в городе отопление запустили раньше срока.
Поэтому вообще по закону у нас, чтобы температура наружного воздуха пятидневки составляла 8 градусов, тогда включает отопление. Ну пока... ну да, был... Средняя температура воздуха 8 градусов. Поэтому отопление правильно включили, что раньше срока. Клуб открытых, закупят.